В эфире «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. В начале выпуска озвучу основные темы. Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным в размере 400 тысяч рублей. Подробнее об условиях. В республике наблюдается понижение температуры, что благоприятно повлияет на тушение природных пожаров. Расскажем об актуальной пожароопасной обстановке. Беда не приходит одна. Жители домов 50-го квартала Якутска больше месяца живут без газа. Добавилась еще одна проблема. Какая именно? Выездная бригада якутских офтальмологов вернула зрение более 1500 жителей 19 районов республики. Где они работают сейчас и куда отправляются дальше? В столице Южной Якутии появится культурный парк. Подробности благоустройства. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря в размере 400 тысяч рублей. Выплата положена россиянам, призванным на военную службу по мобилизации, вооруженные силы бойцам, проходившим службу в вооруженных силах по призыву, а также другим гражданам России и иностранных государств, заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на 1 год и более. Глава государства также рекомендовал властям регионов установить единовременную выплату от 400 тысяч рублей, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа до конца этого года. Они должны осуществляться за счет бюджета субъекта. Айсен Николаев провел заседание оперштаба по тушению лесных и ландшафтных пожаров. Во время работы штаба начальник гидрометцентра Татьяна Маршалик отметила, что на территории республики наблюдается понижение температуры, что благоприятно влияет на тушение природных пожаров. Так, в настоящее время на территории Якутии действует 113 пожаров, из них тушат 49. Огнем пройдено более 400 тысяч гектаров, около 2000 человек, в том числе и местные жители, занимаются ликвидацией очагов возгорания. Активно принимает участие и авиация МЧС России. За прошедшие сутки в тех районах, где прошли осадки, в том числе и вследствие работы наших зондировщиков по усилению осадков в некоторых районах, а особенно это и в южной части Алёкминского района, в части Вильнюсского района, где была эта ситуация напряженная, так скажем. Сегодня с мест докладывали об некой стабилизации. Тем временем в Ленске отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров. На сегодняшний день в районе было зарегистрировано 3 лесных пожара. Все они в текущие сутки ликвидированы. Благоприятно повлияли погодные условия. Регулярно был задействован в работе бортзондировщик. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1188 гектаров. Сегодня в тушении задействованы более 40 человек. Действуют 2 пожара, один находится в 4 километрах от населенного пункта Инялы. Угрозы для жителей Наслега нет. Второй пожар находится в 40 километрах от поселка Пеледуй. Ситуация, как я сказал, уже стабилизировалась. С сегодняшнего дня мы снимаем в Ленском районе режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, хочется обратиться к жителям района с просьбой о том, что режим чрезвычайной ситуации по республике в целом он сохраняется. Ситуация достаточно сложная, учитывая то, что в август месяц у нас активизируются граждане нахождения в лесах, это и грибники, и ягодники и так далее. Просим всех соблюдать меры пожарной безопасности в лесах. В Доме профсоюзов продолжается сбор помощи добровольцам, находившимся в районах, где бушуют лесные пожары. Штаб общественной поддержки совместно с Министерством экологии Якутии принимают вещи первой необходимости. Также любой желающий может принести лопаты, средства индивидуальной защиты, продукты питания, бензиновые генераторы. Все собранные вещи отправятся в Алёкминский, Верхневилюйский, Алданский, Ленский, Верхоянский и Нюрбинский районы. Любое предприятие, либо человек, любой гражданин, кто захочет помочь непосредственно ребятам, которые сейчас находятся в лесном массиве и непосредственно занимается созданием минерализованной полосы,
либо мероприятиями антипожарного характера могут прийти по улице Курашова, 24, 4 этаж, 405 кабинет. В Якутии началась арктическая навигация для доставки грузов в районы по рекам Яна, Индигирка, Колыма и Анабар, а также по морским путем по морю Лаптевых. В этом году арктическая навигация благодаря благоприятным погодным условиям открылась на 10 дней раньше. В навигацию планируют завести более 350 тысяч тонн, из них уголь 170 тысяч тонн, нефть 48 тысяч тонн, 11 тысяч тонн газоконденсатного топлива, 107 тысяч тонн нефтепродуктов. Также около 2000 тонн продовольственных товаров и 15 тысяч тонн продукции производственного технического назначения. Отгружено порядка 175 тысяч тонн или 49% от плана. Доставлено на сегодня 38 тысяч тонн или 11% от плана. В том числе это по рекам. Отгрузка при плане 154 тысячи тонн, это по реке Яна у нас составляет 73 тысячи тонн. Индигирка план составляет 53 тысячи тонн, отгружено 29 тысяч тонн. По реке Колыма план составляет у нас 77 тысяч тонн. На сегодняшний день отгружено 51 тысяча тонн. С 1 августа на паромных переправах по направлению Якутск-Нижний Бестях, Якутск заработают терминалы по оплате проезда на причалах. Об этом сообщили в Минтрансе Якутии. Платежное оборудование установлено на обоих берегах реки, расположено у накопителей. Также в мобильном приложении «Паромы Якутии» можно посмотреть информацию о всех паромных переправах, ознакомиться с расписанием рейсов, стоимостью перевозок и движением паромов. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске идут работы на 21 объекте общей протяженностью более 31 километра. На реализацию проекта предусмотрено почти 2,5 миллиарда рублей. С ходом работ ознакомился первый заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников. Подробнее расскажем в следующем материале. Сразу на 21 объекте дорожных сетей Якутска идут работы по ремонту и строительству дорожного полотна. Рабочие стараются успеть до завершения строительного сезона. На многих участках работы идут с опережением графика. По остальным же стоит задача завершить до конца октября. Работы ведутся на всех объектах, 21, согласно разработанному графику процесса работ. В данное время находимся на участке Бестужева-Марлинского, на участке от Богдана Чижика до Федора Попова. Ведутся работы по устройству водоотводных лотков. Работы ведутся также по подготовке основания земполотна. Работа начата с начала июля. Срок окончания, согласно контракта, 31 октября. Но мы планируем работу завершить по асфальту в конец августа, это ниже слой. Сегодня часть объектов по строительству дорог посетил заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников. В целом, работой дорожников зампред остался доволен. Все материалы доставлены, техника и рабочие на объектах в нужном количестве. Также Дмитрий Садовников проверил ход строительства 3 социальных объектов. Детский сад и спортивный комплекс в будущем микрорайоне «Спортивный» могут быть не сданы в установленный срок из-за проблем с расселением людей из домов близ строительных площадок. Также неудовлетворительно обстоит дело со строительством крытого ледового катка в микрорайоне «Звездный». Конечно, ход строительства абсолютно не устраивает. Есть угроза срыва ввода этого объекта. Хотя здесь мы подписывались перед федеральным центром, что этот объект обязательно мы до конца года введем. Конечно, у подрядчика есть причины на это, отсутствие средств. И мы в этом плане идем, считаю, с опережением. И будем подрядчика, как говорится, взбадривать, чтобы этот объект он ввел своевременно. Для контроля за ходом работ Дмитрий Садовников поручил курирующим министерствам дважды в неделю посещать строительные площадки и сам пообещал чаще приезжать на объекты и наблюдать за продвижением строительства. Александр Хавренко, Чулус Иннокентьев, Якутск. Беда не приходит одна. Жители домов 50-го квартала города Якутска больше месяца живут без газа. Людям, проживающим в домах по адресам Петра Алексеева, 73/1 и /2, недавно добавилась новая проблема. У них отключили горячее водоснабжение. Что ответили жильцы на собрании, узнавала Вероника Таюрская. Накануне жители проблемного квартала инициировали общее собрание, пригласив главу Якутска, уполномоченных с управы Центрального округа, газовой и управляющей компаний.
Проживающие в домах смогли задать волнующие их вопросы, в том числе и про подачу газа в их дома. Как заверили жители, все договоры на техобслуживание были заключены, а дома прошли проверку газовиков. Больше месяца нет газа. В домах Петра Алексеева 73/1, Петра Алексеева 73/2, Лермонтова 52, Стадухина 80/2. Вот люди мучаются, вот я сама инвалид, да, проживаю я вот в данный момент сама одна, да, вот. У нас очень много здесь пожилых людей, значит, семьи с детьми, готовить не на чем. Мы уже, бедные соседи, все поскупали, наверное, там эти вот электрические плитки, как говорится. Счетчик тикает на электроэнергию, так скажем, да. Нам нету возможности не приготовить еду, не согреть ее. Так же, как есть проблема у нас в отсутствии горячей воды. Отключено оно уже порядком где-то 3 дней. То есть у нас отсутствует на данный момент полностью газ и отсутствует горячая вода. Вот в таких условиях почему мы должны проживать? На собрании все жители были возмущены таким долгим сроком отключения газа. Сроки! А если не будет, кому нам обращаться? Со стороны регионального оператора жителям квартала поступил ответ на вопрос, почему в домах нет газа. В настоящее время силами управляющей компании, управы Центрального округа и непосредственно от самих жильцов идет обход квартир, которые не предоставили доступ к газовым сетям. Жители заверили, что газ будет запущен в ближайшее время. Данному дому Петра Алексеева 73/1 техническое диагностирование проводили экспертные организации. Из 96 квартир они не попали в 3 квартиры. То есть они сейчас в данный момент тоже добивают эти квартиры, находят совместно с управляющей компанией. И уже с завтрашнего дня начинаем пуск, уже по мере возможности уже по-настоящему будем запускать. По 73/2 мы уже начали запускать газ, это 16 июля начали. И тоже вот в ближайшие дни начнем уже запускать оставшиеся квартиры. Не остался в стороне и глава города Евгений Григорьев. Выслушав все претензии жильцов домов по адресам Петра Алексеева 73/1 и 73/2, Лермонтова 52 и Стадухина 80/2, он поручил устранить в кратчайшие сроки все замечания. Выстроили сейчас график работы подключения совместно с УГРС Сахатранснефтегаза, управляющей компанией и старостатом каждого из домов. Жильцами домов были подняты и вопросы благоустройства. Обсудили проекты по благоустройству в рамках программы «1000 дворов» и программы Илдархана Республики города «Мой двор». В следующий год нам необходимо привести в порядок дворовую территорию, сделать капитальный ремонт. Для этого необходимо с жителям сейчас провести общее собрание жильцов вместе с управляющей компанией и округом подать, правильно оформить заявку. И об этом мы, собственно говоря, и договорились с жителями. Отметим, что жильцы домов обратились с жалобой в прокуратуру республики по поводу отключения газа в квартирах. Наша редакция будет следить за развитием событий. Вероника Таюрская, Станислав Потапов, Якутск. В прошлом году бригада якутских офтальмологов установили рекорд по количеству выездных операций. Медики вернули зрение более 1500 жителей 19 районов региона, в том числе и арктических. А передвижной комплекс впервые пересек полярный круг. В эти дни выездная бригада Республиканской офтальмологической клинической больницы в составе 2 врачей, хирургов и операционных сестер работает в Южной Якутии. Сегодня в городе Тамоте Алданского района. Далее отправится в Нерюнгринский район. У нас материалы, инструменты все очень классные, современные. И самое главное, есть доступность для пациентов, особенно для северных улусов. Они не приезжают, а получают высококлассную медицинскую помощь именно на дому, у себя на родине. Это очень отрадно. Меня же направили в Якутск на 23 июля. А тут я услышала, что приезжают с Якутска сюда. Вот, я подошла к врачам, и они меня записали сюда на Томот. Поэтому мне очень повезло, тем более для пожилого человека. Никуда не надо ехать. И спасибо, я очень довольна этим.
Медицинские организации проводят массовый скрининг для раннего выявления злокачественных новообразований у женщин старше 40 лет. С начала года более 40 тысяч женщин республики прошли диагностику рака в рамках проекта «Мамино здоровье». Подробнее в сюжете. Серьезные болезни можно предотвратить, если обнаружить их вовремя. Для этого необходимо проходить диспансеризацию, которая состоит из медицинского осмотра, взятия мазка, онкоскрининга шейки матки, а также сбора анализов. Пациентов распределяют по группам здоровья. Если относятся к первой группе здоровья, если они не нуждаются в лечении, на этом у них на первом этапе вот это обследование заканчивается. Если они относятся ко второму, третьей группе здоровья, если они нуждаются в амбулаторном лечении, в стационарном лечении, обследование продолжается. Ежегодно рак молочной железы выявляется у более 250 женщин, а рак шейки матки у более 100. Диспансеризацию необходимо проходить всем женщинам раз в год при условии наличия факторов риска. Патологии бывает часто выявляем, да, потому что бывает так, что у женщины жалоб нету, а по анализам выявляется предрасположенность к онкологии или же какой-то процесс. Сейчас и в молодом возрасте есть тоже, да, у нас состоят женщины, которые 30-32 года. Высокий процент женщин, находящихся в зоне риска развития рака шейки матки и молочной железы, подчеркивает важность регулярных обследований. Проект «Мамино здоровье» продолжается. Пройти диспансеризацию может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться в поликлиники, ФАПы и врачебные амбулатории по месту жительства. Даяна Федорова, Айсан Тарасов, Якутск. В Ленске состоялась торжественная выписка 150-го новорожденного. Девочка родилась 26 июля, весом 3 килограмма 560 граммов, рост 52 сантиметра. Она стала вторым ребенком в семье Вячеслава и Елизаветы Тотминых. Старшей дочке Ульяне 3 года, назвали новорожденную Есенией. Поздравить молодых пришли председатель комитета по молодежной и семейной политике. Супругам вручили сертификат на 50 тысяч рублей. Руководитель соцзащиты передала сертификат «Дети столетия» на сумму 110 тысяч рублей. Подарки стали для супругов неожиданными и приятными. Пока еще даже не думали, даже не знали, только вчера вечером узнали, что что-то получать будем. У нас временное жилье от Белого дома, а так в дальнейшем будем, уже снимать, либо что-то приобретать. «Обустроим город вместе» – программа поддержки местных инициатив страны вот уже 10 лет помогает решать насущные вопросы местных жителей. Благодаря конкурсу можно ремонтировать дороги, школы, обновлять систему водоснабжения и застраивать скверы. Как помогла программа жителям Якутска, смотрите в следующем сюжете. По результатам прошлых конкурсов поддержка помогла обустроить сквер воспитателя на территории Якутского педагогического колледжа. Композиция сквера включает несколько фигур: воспитатель с детьми на прогулке и мальчик-выпускник детского сада, вспоминающий о веселых днях. Этот памятник олицетворяет образ идеального воспитателя и пропагандирует профессию воспитателя. Мы все знаем, что дошкольное образование – это фундамент образования, и хотим, чтобы еще больше молодых специалистов приходило работать в наши детские сады. Люди сами задействованы в процессе и материально, и физически готовят к конкурсу проект, защищают его, сообща контролируют ход реализации, а порой сами выходят работать. Здесь не просто предложил и сразу идея реализовалась. Здесь необходимо собрать большинство голосов всех жителей. Например, только на территории 203 микрорайона проживает свыше 18 тысяч человек. На территории всего округа где-то 50 тысяч человек. Поэтому необходимо было провести голосование, выбрать из разных предложенных вариантов именно этот вариант, что победил, именно сквер воспитателя. Тогда мы проводили большое собрание на базе Якутского института водного транспорта, собрание со всеми активистами, со всеми общественными организациями округа для того, чтобы определить, какой проект должен быть реализован в 2023 году. То есть, прежде всего, это инициативы жителей и проведение данной работы, полностью координация данного проекта, то есть, начиная от эскиза, завершая материалы, какие должны быть подобраны.
Руководство Дворца детского творчества выиграло аналогичный конкурс, что позволило обустроить фойе, отремонтировать крыльцо и кровлю, а также установить скульптуру, посвященную Фаине Авдеевой, которая многие годы была руководителем Дворца детского творчества. Мы участвовали в этом конкурсе с проектом «Скульптурная композиция» Фатии Иннокентьевне Авдеевой, с которым мы прошли во второй тур 8-го всероссийского конкурса местного бюджетирования. В конкурсе участвовало 90 проектов по всей России. По 6 номинациям, в каждой номинации были представлены по 15 проектов. С Республики Саха-Якутия прошло 4 проекта, среди которых 1 наш. Якутия реализует инициативное бюджетирование с 2017 года. За это время построено более 2000 объектов на сумму 5 миллиардов рублей. Опыт республики высоко оценен на федеральном уровне. Хочу отметить особенность Республики Саха-Якутия, в отличие от других субъектов Российской Федерации. Это прежде всего в проектах наблюдается национальный колорит наш. И, конечно же, хочу отметить вовлеченность граждан. Сегодня Республика Саха-Якутия является одним единственным субъектом Российской Федерации, которая была отмечена на международном конкурсе именно партиципаторного участия граждан. Да? В конкурсе программы поддержки местных инициатив 2024 года Якутия получила 482 заявки, из которых 337 проектов планируют реализовать уже в следующем году. Дарья Короленкова, Георгий Григорьев, Якутск. В столице Южной Якутии появится второй парк. Срок реализации проекта 2 года. Напомним, что в прошлом году Нерюнгри стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов. В качестве приза город получил 150 миллионов рублей на строительство культурного парка. Подробнее смотрите далее. В самом центре города совсем скоро будет построен культурный парк. Новое современное общественное пространство, которое станет местом притяжения жителей и гостей Нерюнгринского района. Это будет второй парк города Нерюнгри. Это тот парк, который украсит наш город. Это тот парк, который будет являться гордостью нашего города, района. В том числе все привыкли, конечно, к этому небольшому скверику. Он будет обновляться. Конечно, он будет сейчас загорожен, он будет недоступен. Мы постараемся сделать для жителей города все удобно, чтобы не было никаких переграждений, чтобы не было никаких перегородок, препонов и так далее. Но эта зона пока, эта локация будет пока закрыта. Подготовительные работы к строительству культурного парка уже начались. Установлены ограждения. В ближайшее время здесь будет проводиться демонтаж старого покрытия, плитки, бордюров, а также обновление опор освещения. Начаты работы подготовительные, земельные, это отсыпка грунтом, траншеи под сети электроснабжения, установка опор освещения должна нам в этом году выполнить эти работы. В этом году мы решили пока не трогать сквер матери и ребенка, а там начать демонтаж уже на следующий год. Парк спроецирован вокруг Центра культуры и духовности и разделен на 3 зоны – Тихий сквер, Событийная аллея и Активная зона. В проекте представлены выставочная зона, световые арт-объекты, кафе, сцена с амфитеатром, а в сквере матери и ребенка будет размещено современное игровое оборудование. И уже через 2 года это место станет не только зоной отдыха, но и имиджевым и функциональным пространством для всех жителей и гостей города Нерюнгри. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.